Виктор Петрович, давайте побеседуем. Есть предложение по вашему бизнесу. Эти слова прозвучали не как вопрос, а как приговор, зачитанный шепотом в гулком зале суда, где кроме нас двоих не осталось ни души. Я даже не обернулся. Продолжал со стервенением тереть тряпкой и без того стерильную столешницу, словно от этого бессмысленного механического движения зависело, продолжит ли Земля вертеться вокруг своей оси или сойдет с орбиты прямо сейчас, в этот серый ноябрьский вторник. «Виктор Петрович, вы меня слышите? Ситуация, сами понимаете, патовая». За спиной скрипнул стул. Звук был мерзкий, царапающий, как гвоздем по стеклу. Звук чужеродного тела в пространстве, которое 27 лет принадлежало только мне и Наде. Я знал этот стул наизусть. У него шаталась левая задняя ножка, и я трижды подклеивал ее эпоксидкой. Но она все равно рассыхалась от жара батареи. Я знал здесь каждый скрип, каждый скол на плитке, каждую трещину в штукатурке, похожую на русло пересохших рек. Но сегодня эти звуки звучали иначе. Финально. Так скрипит крышка гроба, когда ее, наконец, задвигают. Я отложил тряпку. Она была старой, серой, пахнущей хлоркой, запах казенной чистоты, запах больницы, вокзальных туалетов, который теперь намертво въелся в стены моего кафе «Надежда». Медленно, преодолевая свинцовую тяжесть в коленях, суставы всегда ныли к дождю, а сегодня небо словно решило вылить на Владимирскую область всю воду мира, я повернулся. Передо мной сидел Сергей. Не Сергей Александрович, не господин управляющий, а просто Сережа. Мальчик лет 27 в узком темно-синем костюме, который сидел на нем плохо, топорщился на худых плечах. Галстук у него был модный, тонкий, цвета электрик, и он нелепо диссонировал с общей серостью моего заведения. Сергей нервно постукивал ухоженными пальцами по пухлой папке с логотипом банка. Ему было неуютно здесь, в прохладном зале придорожной забегаловки на 135-м километре трассы М7. Ему хотелось свой теплый офис к кулеру, кофемашине и кондиционеру, а не сидеть напротив старика, от которого пахнет старым свитером, дешевым табаком и безнадёгой. «У меня нет бизнеса, Сережа», — глухо ответил я, глядя поверх его головы в окно, где за слоем грязи проносились фуры, разбрызгивая слякоть. «Бизнес — это когда прибыль, когда развитие, когда перспектива. А у меня объект недвижимости под снос и долги, которые не покроют даже мои органы, если я решу их продать. О чем беседовать?» Сергей вздохнул. Вздох получился театральным, отрепетированным. Так вздыхают врачи в районной поликлинике, когда сообщают родственникам, что медицина тут бессильна, но вы держитесь. Банк не может ждать вечно, Виктор Петрович. Срок действия отсрочки истекает сегодня, в 18:00. Электричество вам отключат, скорее всего, раньше. Заявка в РЭС уже ушла. Вы же понимаете, что это конец. Я подошел к окну и прижался лбом к холодному стеклу. Конец. Простое слово из 5 букв. Такое же короткое, как выстрел, или как выход, или как тупик. Меня зовут Виктор Петрович Беляев. Мне 69 лет, и через 4 часа я стану бомжом. Официально банкротом, физическим лицом с отрицательным балансом и испорченной кредитной историей, но, по сути, просто стариком, которого вышвырнули на обочину жизни, как старую покрышку. Я бывший инженер оборонного завода «Точмаш», который 30 лет назад, когда страна рухнула в тартарары, научился жарить котлеты и варить борщ, чтобы не умереть с голоду. Я думал, что пережил все. Рэкет 90-х, дефолт 98-го, кризис 2008-го, пожарные проверки, санэпидемстанцию, передел рынка. Но я не пережил пандемию.
и я не пережил смерть Нади. «Я понимаю, Виктор Петрович». Голос Сергея стал мягче, вкрадчивее. Он перешел на тот специальный тон, которому их учат на тренингах по работе с проблемными клиентами. Эмоциональная привязанность, актив, в который вложена душа, память о супруге. Но рынок есть рынок. Трафик упал на 40% после открытия платного дублера. Ваша локация стала нерентабельней. Цифры не врут. Цифры. Всю жизнь меня преследовали цифры. Сначала в чертежах систем наведения, потом в ценниках на мясо и муку, теперь в судебных исках и графиках платежей. «Кофе будете?» — спросил я вдруг, перебивая его поток сознания. Мне захотелось чем-то заглушить эту тишину, звенящую в ушах. Сергей запнулся, удивленно моргнул. «Кофе? У вас же... Аппарат еще работает. Последние полчаса, пока не обесточили. Или пока не забрали. Растворимый я вам не предлагаю, я же вижу, вы человек, привыкший к хорошему. А зерна у меня еще остались. Арабика. Сам обжарку заказывал у поставщика в Москве». Он замялся, посмотрел на свои дорогие часы. «Ну, если только эспрессо. Быстро». Я прошел за барную стойку. Мою крепость. Мой капитанский мостик. Здесь пахло иначе, чем в зале. Здесь пахло работой. Кофейным жмыхом, ванилью, моющим средством и горячим металлом. Я погладил хромированный бок большой двухрожковой кофемашины Ла Чимбали. Моя красавица. Моя гордость. Я взял ее в кредит 3 года назад, когда казалось, что мы вот-вот вырвемся, что черная полоса прошла. Надя тогда ругалась страшно. «Витя, ты с ума сошел? Она стоит, как крыло от самолета. У нас крыша течет, а ты итальянский аппарат покупаешь». А я хотел, чтобы у нас было не хуже, чем в городе. Чтобы дальнобойщик, заходя с мороза, получал не бурду из пакетика, а настоящий густой черный кофе с кремовой пенкой. Чтобы он чувствовал себя человеком. Я подставил холдер под кофемолку. Знакомое жужжание успокаивало. Щелчок темпера, шипение пара. Темная маслянистая струйка потекла в маленькую белую чашку. Последняя чашка кофе в истории кафе «Надежда». В этот момент входная дверь распахнулась, пуская внутрь клуб холодного пара, запах выхлопных газов и шум трассы, который сразу заполнил собой все пространство, заглушив уютное шипение машины. Вошли 2. Не клиенты. Рабочие. В грязно-синих спецовках с надписью «Втормедутиль» на спинах. В тяжелых ботинках, оставляющих на моем вымытом полу жирные ошметки глины. Они даже не посмотрели ни на меня, ни на Сергея. Один, старший, с красным обветренным лицом, деловито достал из кармана сложенную в 4 накладную. «Беляев Виктор Петрович», — буркнул он, не глядя на меня. «Вывоз оборудования по исполнительному листу номер такой-то. Кофемашина, гриль, холодильный ларь». У меня внутри все оборвалось. Я знал, что они приедут. Я ждал их, но я не думал, что это будет так буднично. Без музыки, без грома. Просто пришли 2 мужика и сейчас вынесут сердце моего дома. «Ребята», — голос мой дрогнул, — «дайте хоть кофе доварить. Секунду». Рабочий сплюнул на пол, на мой чистый пол. Посмотрел на часы. «Нету времени, батя. У нас еще 3 точки по району. Отключай давай». Он шагнул к стойке, бесцеремонно отодвинул меня плечом и потянулся к розетке. «Не трожь!» — рявкнул я так, что Сергей на своем стуле подпрыгнул. «Сам отключу». Я дрожащими руками повернул вентиль подачи воды, выдернул шнур. Машина погасла. Огоньки на панели, зеленый, оранжевый, мигнули и умерли. Словно душа отлетела. «Забирайте», — тихо сказал я. Они подхватили блестящую тушу, кряхтя и матерясь, и поволокли ее к выходу.
Металл звякнул о дверной косяк. Этот звук ударил меня физически, под дых, словно это меня ударили головой о стену. Я смотрел им в спины. Не было ни злости, ни обиды, только глухая, тупая пустота. Словно из меня выдернули какой-то главный шланг, и теперь давление падало, падало, падало. «Виктор Петрович», — голос Сергея звучал виновато. Он даже привстал. «Это в счет погашения части процентов. Там в договоре пункт 4.2 про обеспечение залога движимым имуществом». Я не слушал его. Я смотрел на пустое место на стойке. Там осталось пятно от ножек и несколько кофейных зерен, рассыпанных в спешке. «Кофе не будет, Сережа», — сказал я, глядя в никуда. «Извини». У моих ног что-то тяжело вздохнуло. Боцман. Старый лохматый пес неопределенной дворянской породы, которого мы с Надей подобрали щенком на обочине 10 лет назад. Он лежал на своем коврике у батареи, положив седую морду на лапы. Он все понимал. Собаки всегда все понимают лучше людей. Они чувствуют запах беды. Я наклонился и потрепал его за ухом. Шерсть была жесткой, свалявшейся. «Ну что, брат?» — шепнул я. «Похоже, приплыли мы с тобой». Зазвонил телефон. Моя старая кнопочная Nokia, которую я так и не сменил на смартфон. Пальцы не те, сенсор не чувствует, да и зачем мне этот интернет? На экране высветилась Леночка. Сердце пропустило удар. Только не сейчас. Господи, только не сейчас. Я не смогу ей врать, голос сорвется. «Да, дочка». Я постарался придать голосу бодрость, но он прозвучал хрипло, как у простуженного ворона. «Пап, привет! Ты как там? Почему голос такой? Заболел?» «Нет, что ты. Усталость просто. Народу много было сегодня. Закрутился». Ложь давалась тяжело. Она царапала горло. «Дальнобойщики шли колонной, всех накормить надо. Пап, я тебе денежку перевела немного. 5000. Получил?» «Лена, зачем?» Я зажмурился. Стыд обжег лицо горячей волной. «У тебя же ипотека. Ваня в школу идет. Вам самим нужнее. Пап, прекрати. Купи себе нормальных продуктов, а не эти свои макароны. И, пап...» «Что, родная? Ты только не ругайся. Мы с Сашкой... В общем, мы разводимся». Он ушел. Тишина в трубке стала плотной, осязаемой. Я слышал, как она пытается не заплакать там, в своем холодном Питере, за 1000 километров от меня. Моя маленькая девочка. А я даже помочь ей не могу. Я не могу сказать: «Приезжай домой, дочка. Папа все решит. Папа защитит». Потому что у папы больше нет дома. «Леночка», — прошептал я, — «все наладится. Ты у меня сильная. В мать». «Да, пап, я знаю». «Ладно, мне бежать надо. Смена через час. Люблю тебя». Гудки. Я смотрел на темный экран телефона. Баланс пополнен на 5000 рублей. 5000. Цена моей гордости. Цена моей отцовской состоятельности. Я сполз по стене и сел прямо на пол рядом с боцманом. Пес тут же положил тяжелую голову мне на колени и лизнул руку шершавым языком. «Виктор Петрович», — Сергей стоял надо мной, держа папку как щит, — «вам плохо? Может, скорую?» «Не надо скорую». Я с трудом поднялся, опираясь о стойку. Колено стрельнуло острой болью. «Время сколько?» 17:15. Значит, у меня есть еще 45 минут. Законных. Я прошел в подсобку. Нужно было собирать вещи. Личные вещи. Их было немного, вся жизнь уместилась в одну коробку из-под обуви. Смена белья, бритвенный станок. Старая фотография в рамке. Мы с Надей стоим на фоне этого самого вагончика. Молодые, смешные.
Я в джинсах-варенках, она в ярком пуховике. 93-й год. Мы улыбаемся так, будто знаем, что впереди у нас вечность. Я провел пальцем по стеклу, стирая пыль с ее лица. «Прости, Надюша», — прошептал я. Не удержал. Не справился. Ты строила, а я профукал. В коробку полетела моя старая кружка со сколом, из которой я пил чай 20 лет. Зарядка для телефона. И, наконец, с дна ящика я достал ее. Тетрадь. Обычная школьная тетрадка в клеточку за 2 копейки. Обложка, когда-то зеленая, высвела до грязно-желтого цвета и пошла жирными пятнами. Углы обтрепались. На обложке Надиным круглым учительским почерком было выведено «Книга учита». А ниже, моей рукой, грубее, «Долги и совесть». Я завел ее в 92-м. Времена были дикие, наличных у людей часто не было. Дальнобойщики, которым задерживали зарплату месяцами, семьи, бегущие от войны или нищеты. Я записывал. Номер машины, имя, что взял. Кто-то брал блок сигарет, кто-то канистру солярки, кто-то просто обед. Почти все возвращали. Заезжали через месяц, через полгода. Отдавали деньгами, тушенкой, запчастями. Тогда слово «купеческое», слово «мужское» еще чего-то стоило на трассе. Я машинально перелистали страницы, исписанные разными чернилами. Иванов, КамАЗ, 500 рублей отдал. Серега Рыжий, фура Вольво, обед плюс ночлег. Отдал тушенкой. Братки на 9-ке, ящик водки. Не отдали, зачеркнуто. Бог им судья. И вдруг страницы сами раскрылись на середине. Там, где корешок был переломлен от частого открывания. Запись была сделана Надиной рукой. Дрожащей, сбивчивой. Видно было, что она писала, когда руки еще не отошли от мороза. 12 декабря 1992 года. ВАЗ-2101. Белая. Номер неразборчиво, снегом залеплен. Семья Арсеньевых, 3 детей. Николай и Ирина. Выдано. Суп 5 порц. Хлеб 2 бух. Чай. Бензин 20 литров. Аккумулятор твой с трактора. Ночлег 2 суток. В графе «Сумма» долго стоял прочерк. А ниже приписка моей рукой, сделанная позже, когда буран утих. Живыми бы доехали. Долг списан. Люди. Я смотрел на эти строчки, и буквы начали расплываться. 12 декабря 92-го. В зале было тихо, только Сергей шуршал бумагами, да гудел холодильник. Но я уже не слышал этого. В моих ушах нарастал другой звук. Страшный низкий гул, похожий на вой реактивного самолета. Звук бурана. Память — странная штука. Она может годами прятаться в темных углах сознания, притворяться ветошью, а потом от одного прикосновения, от одной строчки в старой тетради накрыть тебя с головой, как ледяная волна. Я закрыл глаза. Запах хлорки и кофе исчез. Я почувствовал запах гари, мокрого войлока и ледяного ветра, который пробивался сквозь щели наспех сколоченного вагончика. Холод. Господи, какой же тогда был собачий холод. «Виктор Петрович», — донесся до меня голос Сергея, словно сквозь толщу воды. «У нас осталось 20 минут. Подпишите акт, пожалуйста». «Подожди, парень», — прохрипел я, не открывая глаз. «Подожди. Дай мне минуту. Мне нужно вернуться». И я вернулся. Туда, где все началось. На 33 года назад. В зиму, которая должна была нас убить, но вместо этого сделала нас людьми. 90-е не наступали, они обрушивались, как бетонная плита, сорвавшаяся с крана. Вчера ты был инженером 3-й категории в чистой рубашке, с проездным на троллейбус и уверенностью, что аванс будет 5-го, а получка 20-го. А сегодня ты стоишь в грязи, в китайском пуховике
из которого лезет синтепон, и смотришь, как твоя страна, твой завод, твоя жизнь превращаются в огромный чадящий базар. Тот декабрь 92-го я помню не днями, а ощущениями. Холод, постоянный липкий страх и запах дешевого спирта «Рояль», которым тогда, казалось, пахла вся Россия. Наше кафе в то время было не зданием. Это был вагончик, списанная строительная бытовка, обшитая горбылем и утепленная войлоком, который мы с Надей срезали со старых теплотрасс. Внутри помещалось ровно 3 стола, сколоченных из фанеры, и буржуйка, сваренная мной из газового баллона. Но для трассы М7, погрузившейся в хаос первоначального накопления капитала, это был оазис. Хилтон. Единственное место на 100 верст, где в суп клали настоящее мясо, а не собачатину, и где чай заваривали, а не спевали по 2-му разу. За неделю до того снегопада к нам приезжали гости. Я тогда колол дрова за вагончиком, услышал визг тормозов. Подъехала 9 цвета мокрый асфальт, тонированная в 0. Из нее вышли 3. Кожаные куртки, широкие спортивные штаны, золотые цепи поверх водолазок, классика жанра, вязниковские. Местная бригада, которая подмяла под себя весь район. Старший по кличке Череп, лицо будто вырубленное топором из дубового полена, подошел ко мне, пнул поленницу ногой. «Ну чё, коммерсант, греешься?» Я сжал топор. Руки вспотели в варежках. «Греюсь», — ответил я, стараясь смотреть ему в переносицу. «Дрова вот заготавливаю». «Дрова — это хорошо», — усмехнулся Череп. «А делиться кто будет? Мы твой покой охраняем, Витя, а покой нынче — дорогой товар». Они забрали все. Всю недельную выручку, пачку мятых, грязных купюр, которые Надя прятала в банке из-под крупы, и ящик водки, который я берег к Новому году. Надя тогда не плакала. Она просто стояла у окна, бледная, прямая, как струна, и смотрела им вслед. «Витя», — сказала она тихо, когда пыль от 9-ки осела, — «давай уедем, бросим все». «Куда, Надя?» Я сел на чурбак, чувствуя, как дрожат колени, отходняк после страха. «Кому мы нужны? Завод стоит, квартиру за долги по коммуналке скоро опишут. Здесь мы хотя бы сытые и при деле». Мы остались, но страх поселился в вагончике 4-м жильцом, вместе со мной, Надей и крысами под полом. Каждую ночь, запирая хлипкую фанерную дверь на засов, я клал под раскладушку обрез двустволки 16-го калибра. Я знал, если они вернутся не за деньгами, а просто покуражатся, я буду стрелять. А потом пришла зима. 12 декабря небо упало на землю. Сначала пошел мелкий колючий снег, похожий на манную крупу. Потом поднялся ветер. Он выл в трубе буржуйки, как раненый зверь. Раскачивал провода ЛЭП так, что они искрили, освещая мглу мертвенно-синим светом. К обеду трасса встала. Фуры, груженные польскими шмотками, китайской электроникой и левым спиртом, жались к обочинам, превращаясь в огромные белые сугробы. Водители не глушили моторы, боясь, что дизель перехватит, и сизый выхлоп стлался по земле ядовитым туманом. К вечеру движение умерло окончательно. Трасса М7, главная артерия страны, превратилась в кладбище. Мы сидели внутри. Свет мигал, где-то, видимо, обрывало провода. Буржуйка гудела, раскалившись до красна, но тепло держалось только в метре от нее. В углах вагончика намерзал иней. Надя, закутанная в пуховой оренбургский платок поверх куртки, перебирала гречку. Это было медитативное занятие, успокаивающее нервы. «Вить, слышишь?» Она подняла голову. «Что?» «Тихо как-то. Страшно тихо». Я прислушался. И правда. Ветер немного стих, но этот покой был обманчивым. Это была тишина перед смертью. И в этой ватной глухой тишине раздался звук. Не стук. Удар. Глухой металлический ляск.
будто кто-то ударил железкой по обшивке нашего вагончика. Я подскочил, опрокинув табуретку. Сердце ухнуло куда-то в желудок. «Бандиты?» — одними губами спросила Надя. Глаза у нее стали огромными, темными. «Свет туши», — скомандовал я шепотом. Я нырнул рукой под прилавок, нащупал холодный металл обреза. Пальцы привычно легли на курки. 2 патрона. Картечь. На близком расстоянии — фарш. «Кто там?» — крикнул я, стараясь, чтобы голос не сорвался на визг. Тишина. Только ветер шуршит снегом по стене. А потом снова удар. Слабее. И голос. Тонкий, жалобный. Какой-то совершенно не бандитский, срывающийся на плач. «Люди, помогите! Есть кто живой?» Я подошел к двери, прижался ухом. «Кто такой?» «Ради Христа! Дети! Замерзаем!» Я откинул засов. Дверь, примерзшая снизу, поддалась только с 3-го удара плечом. В лицо мне швырнуло снегом, ослепило. На пороге, в круге света от керосиновой лампы, которую держала Надя, стояла пугало. Человек в нелепом драповом пальто, которое годилось разве что для осенней прогулки по Арбату. Без шапки. Седые волосы стояли дыбом от иния. Очки на резинке перекошены, одно стекло треснуло паутиной. Он упал на колени прямо в сугроб. Мужик. Там. Машина. Встали. Он тянул ко мне руку в тонкой вязаной перчатке, которая уже превратилась в ледяную корку. «Сколько вас?» Я схватил его за воротник, втаскивая внутрь. 5. 3 детей. Жена. Аккумулятор сдох. Печка не работает уже час. Я посмотрел на Надю. Она уже не спрашивала. Она уже действовала. Швырнула гречку на пол, схватила с вешалки мой овчинный тулуп, кинула его мужику. «Грейтесь! Витя, веревку бери!» В такую метель выходить без страховки было самоубийством. Можно отойти от вагончика на 5 метров, потерять ориентацию в белой мгле и замерзнуть насмерть в 2 шагах от тепла. Я обвязал вокруг пояса бельевую веревку. Другой конец привязал к скобе двери. «Надя, держи, если что, тяни. С Богом, Витя!» Я нырнул в темноту. Мужик, его звали Николай, полз за мной, показывая дорогу. Мы нашли их в кювете, метрах в 70. Белая копейка ВАЗ-2101 почти полностью скрылась под снегом. Торчала только крыша с привязанным багажником. Это был сугроб в форме гроба. Я откопал водительскую дверь. Дернул. Бесполезно. Примерзла намертво. «Стекло бей!» — заорал я Николаю. Он ударил локтем. Стекло осыпалось в салон, и оттуда пахнуло таким могильным холодом, что мне стало жутко. Внутри было темно. Я посветил фонариком. На заднем сиденье, сбившись в кучу, под каким-то тряпьем сидели 3. Дети. Совсем маленькие. Старшему лет 9, младшей года 3. Они не плакали. Они спали. И это было самое страшное. Сон на морозе — это начало конца. Спереди сидела женщина. Она обернулась на свет фонаря. Лицо белое, как маска. Ресницы слиплись от иния. «Коля?» — спросила она тихо, без эмоций. «Ты нашел ангелов?» «Вылезайте быстро!» Я просунулся в салон, схватил ближайшего ребенка. Это был пацан. Он был тяжелым, как мешок с песком, тело ватное, непослушное. «Андрюша, иди к дяде», — прошептала мать. Обратный путь был адом. Веревка натянулась струной. Ветер бил в лицо, забивая рот и нос снегом. Я тащил на руках младшую девочку, завернутую в мое одеяло. Николай нес среднего сына, спотыкаясь на каждом шагу. Женщина, Ирина, шла сама, держась за веревку, как слепая. Старший, Андрей, брел последним, вцепившись в полу моего тулупа. Мы ввалились в вагончик клубом пара и снега. Надя тут же захлопнула дверь, задвинула засов. «К печке не подпускать», — скомандовала она голосом генерала. «Сразу нельзя, сердце остановится.
На лавке их, обувь снимать. Началась борьба. Не героическая, а грязная, тяжелая, физиологическая борьба за жизнь. Мы сдирали с детей задубевшие ботинки, колготки, свитеры. Кожа у них была мраморная, холодная, как у куриных тушек из морозилки. «Спирт!» — крикнула Надя. Я достал заначку. Бутылку медицинского спирта. Мы растирали им руки и ноги. Дети начали просыпаться. Сначала это было мычание, потом плач. Дикий, пронзительный вой от боли. Кровь возвращалась в сосуды, и это было больно, словно тысячи иголок втыкались под кожу. «Терпи, сынок, терпи, хороший», — приговаривал я, растирая ступни старшему, Андрею. Он смотрел на меня круглыми от ужаса глазами и кусал губы до крови. Ирина сидела в углу, закутанная в 3 одеяла, и ее трясло крупной дрожью. Зубы стучали так, что, казалось, раскрошатся. Николай сидел рядом с ней на полу, обхватив голову руками, и раскачивался из стороны в сторону. «Я дурак», — выл он. «Я убийца. Зачем я их потащил? Зачем?» Когда первая паника улеглась, и дети, розовые, зареванные, но живые, сидели на лавке, укутанные во все, что нашлось в вагончике, Надя поставила на буржуйку свою главную кастрюлю. «Борщ», — сказала она. «Сейчас будем есть борщ». Запахло чесноком, вареной капустой и тушенкой. Этот запах в том ледяном аду казался божественным нектаром. Я видел, как Андрей, старший мальчик, следит глазами за каждым движением Надиной руки с поварёшкой. В его взгляде был такой животный голод, что мне стало не по себе. «Хлеб», — сказал я, доставая 2 буханки. «Ешьте». Они ели молча, быстро, с жадностью блокадников. Николай пытался останавливать детей. «Тише, тише, живот заболит. Спасибо, люди добрые, спасибо». Он плакал, и слезы капали прямо в тарелку с борщом. Он даже не вытирал их. Ночью, когда дети уснули на сдвинутых лавках, укрытые всем, вплоть до моих старых телогреек, мы с Николаем вышли покурить в тамбур. У вагончика был крошечный пристрой, чтобы тепло не выходило сразу. Метель немного улеглась, но мороз крепчал. Градусов 30, не меньше. Николай курил мои дешевые сигареты «Прима», жадно затягиваясь. Руки у него все еще дрожали. «Ты кто по жизни, Коля?» — спросил я. «Кандидат наук», — он горько усмехнулся. «Физик-ядерщик. Институт в Арзамасе, 16. Был. А сейчас?» «А сейчас челнок, спекулянт, барыга. Зарплату не дают с лета, детям в школу ходить не в чем. Вот решил, набрал у знакомых денег в долг, купил запчасти в Тольятти. Дефицит. Думал, в Москве сдам оптом, наварюсь. Куплю всем зимнюю обувь, видеомагнитофон. Идиот». Он с силой раздавил окурок о стену. «Машина старая, аккумулятор еще советский, сдох сразу. Бензонасос перегрелся. Встали. Думал, все, конец. Сидел там и думал, лучше бы я один замерз. Как я им в глаза смотреть буду?» Я понимал его. Господи, как я его понимал. Я сам каждый день смотрел в глаза Наде и чувствовал себя предателем. Я обещал ей нормальную жизнь, а привел в вагончик на трассе, где каждый день мог стать последним. «Не кори себя», — сказал я, хлопая его по плечу. «Ты мужик. Ты пытался. Это главное. А аккумулятор у меня есть. С трактора сниму. Тяжелый собака, но крутит, как зверь. Виктор, у меня денег нет». Он посмотрел на меня прямо. «Все в товаре. А я с тебя денег просил?» Я сплюнул. «Иди спать, физик. Утро вечера мудренее». Мы вернулись в тепло. Надя не спала. Она сидела у изголовья детей, поправляла одеяло. В свете тусклой лампочки ее лицо казалось иконописным. Усталая, с тенями под глазами, но такая
светлое. Она посмотрела на нас и улыбнулась. «Спят», — шепнула она. Младшая Олечка во сне маму звала. Я лег на пол, на брошенный матрас, обнял Надю. «Ты как?» — спросил я. «Нормально, Витя. Знаешь, мне теперь не страшно». «Почему? Бандиты никуда не делись?» «А при чем тут бандиты?» Она прижалась ко мне. «Мы сегодня 3 жизни спасли. Значит, Бог нас не оставит. Значит, мы здесь не зря». Я лежал и слушал, как дышат спасенные дети, как сопит во сне Николай, как потрескивают дрова, и впервые за этот страшный год мне стало спокойно. Я не знал, что будет завтра. Я не знал, что через 27 лет это добро вернется ко мне бумерангом. Я просто знал, что сегодня мы остались людьми. Утром, когда мы откапывали их машину, Николай подошел ко мне. Он снял с пальца кольцо, щелчок. Воспоминание оборвалось так же резко, как и началось. Я открыл глаза. Передо мной снова был серый ноябрь 2025 года. Пустое кафе, Сергей с папкой и моя тетрадь с записью, где чернилами была выведена цена человеческой жизни. Борщ, хлеб, люди. «Виктор Петрович», — голос Сергея звучал уже с нескрываемым раздражением, «вы здесь? Время вышло». Я медленно закрыл тетрадь. Пальцы больше не дрожали. Внутри меня, там, где только что была пустота и страх, теперь поднималось что-то другое. Спокойная, холодная злость и гордость. Я прожил жизнь не зря. Я не просто жарил котлеты. Я был хранителем маяка в шторм. И пусть теперь маяк сносят, свет, который он дал, уже не погасить. «Здесь я, Сережа», — твердо сказал я. «Здесь. Давай сюда свои бумаги». В этот момент за окном, прорезая ноябрьские сумерки, по глазам резанул яркий свет ксеноновых фар. Один луч, второй, третий. К парковке, поднимая фонтаны грязи, сворачивали 3 тяжелых черных внедорожника. Свет фар бил в окна безжалостно, рентгеном просвечивая грязные стекла и высвечивая каждую пылинку в пустом зале. Это был не теплый желтый свет галогенок, к которому я привык за полвека, а холодный хирургический лед ксенона. Современный свет. Свет, который не греет, а ослепляет. Я невольно прикрыл глаза ладонью. На гравийной площадке перед кафе, где обычно жались друг к другу пыльные газели и уставшие фуры, теперь стояли 3 черных монстра. Гелендваген и 2 ленд-крузера сопровождения. Они стояли в ряд, перекрыв выезд, и их двигатели работали на низких оборотах, создавая вибрацию, от которой, казалось, дребезжала посуда в шкафу. Хищники. Стая сытых, лощенных зверей, загнавших добычу в угол. Сергей, мой банковский визитер, вскочил со стула. Его напускная вальяжность слетела мгновенно, как шелуха. Он суетливо поправил пиджак, схватил папку, прижал ее к груди, словно бронежилет. «Виктор Петрович, это к вам?» Голос у него дрогнул. «Вы кого-то ждали? Это покупатели?» «Я ждал только кончину, Сережа», — буркнул я, не отходя от окна. А смерть, как известно, приходит без приглашения. В 90-е такой кортеж означал одно — приехали убивать. Или, в лучшем случае, паяльникам объяснять, почему ты не прав. В 2000-е так ездили чиновники и депутаты. Сейчас так ездят те, у кого есть деньги купить и тех, и других, и третьих. Двери машин открылись почти синхронно. Щелк, щелк, щелк. Звук дорогой, тяжелой механики. Из головного Гелендвагена вышел водитель. Огромный шкаф в черной куртке,
Обежал машину и распахнул заднюю дверь. На землю ступила нога в дорогом ботинке. Потом появилась пола длинного кашемирового пальто цвета верблюжьей шерсти. Человек выпрямился, высокий, широкоплечий. Без шапки, несмотря на ледяной ветер, треплещие короткие с проседью волосы. Он не поежился, не сутулился от холода. Он вдохнул этот промозглый воздух полной грудью, словно проверяя его на вкус. Следом из машин сопровождения вышли еще двое. Женщина в светлой шубе, пятно света в этой ноябрьской грязи, и парень помоложе в дутой брендовой куртке с рюкзаком на плече. Они не были похожи на бандитов, но и на случайных прохожих тоже. В их движениях была та особая, небрежная уверенность, которая появляется у людей, привыкших, что мир прогибается под них, а не наоборот. «Виктор Петрович», — зашептал Сергей у меня за спиной, — «может, закроемся? У меня инструкция. Я не имею права вести переговоры с третьими лицами». «Поздно закрываться», — отрезал я. «И потом у меня еще 15 минут аренды. Кого хочу, того и пускаю». Высокий мужчина окинул взглядом мое кафе. Я видел, как его глаза скользнули по облупившейся вывеске «Надежда», где буква «Ж» давно погасла, превратив название в странное «Надежда». По покосившемуся крыльцу, по темным окнам, что он там искал. Потом он что-то коротко бросил своим спутникам и решительно двинулся к входу. Гравий хрустел под их ногами. Звук приближающейся лавины. Я шагнул за стойку. Инстинкт. Моя территория, мой окоп. Рука машинально потянулась под прилавок туда, где 30 лет назад лежал обрез. Сейчас там лежала только старая тряпка и средство для мытья стекол. Горькая ирония безоружной старости. Дверь распахнулась. Колокольчик, старый, медный, который я повесил еще в 95-м, звякнул тревожно и жалобно. В кафе ворвался вихрь запахов. Холодная свежесть улицы, выхлопные газы, запах дорогой кожи и парфюма, сложного, древесного, тяжелого. Этот запах мгновенно вступил в конфликт с моим миром, пахнущим жареным маслом и старостью. Они вошли втроем, заполнили собой все пространство. Кафе вдруг стало тесным, маленьким, убогим. Высокий мужчина, лидер, остановился в центре зала. Он не смотрел на меня, он смотрел на стены. На потолок, где остались следы от протечек. На старую, декоративную теперь, печку-буржуйку в углу, которую я сохранил как память. Он снял кожаные перчатки, медленно, палец за пальцем, и положил их на ближайший столик. «Закрыто!» — громко сказал я. Голос мой прозвучал неожиданно твердо, хотя внутри все дрожало. «Извините, граждане, кафе не работает совсем. Ликвидация предприятия». Мужчина медленно повернул голову. Лицо у него было жестким, волевым. Глубокие носогубные складки, волевой подбородок, цепкие серые глаза. Лицо человека, который много работает и мало спит. Ему было за 40. Он смотрел на меня в упор, изучал, сканировал, как будто сравнивал меня с какой-то картинкой в своей голове. «Мне поесть!» Голос у него оказался низким, с хрипотцой. Голос человека, который привык отдавать команды, и их исполняют. «И мы знаем, что закрыто. Мы приехали успеть до финала». Сергей, набравшись смелости или глупости, шагнул вперед, выставив папку перед собой. «Простите, господа, я представитель банка «Зенит». Данный объект находится в процессе изъятия залогового имущества. Посторонним нахождение здесь запрещено до прибытия охраны. Попрошу вас покинуть помещение». Мужчина перевел взгляд на Сергея. Взгляд был равнодушным, как у человека, смотрящего на жужжащую муху. «Миша!» — не оборачиваясь, бросил он парня в дутой куртке.
Объясни юноше. Парень, Миша, усмехнулся, достал из кармана удостоверение в красной корочке, подошел к Сергею и раскрыл его перед самым носом клерка. Я не видел, что там было написано, но я видел лицо Сергея. С него мгновенно сошла вся краска. Он побледнел, потом пошел красными пятнами, сглотнул и сделал шаг назад, едва не опрокинув стул. Я понял. Прошу прощения. Я просто выполняю работу. Вот и выполняй, спокойно сказал Миша, убирая корочку. Тихо, в углу. Не мешай взрослым разговаривать. Лидер снова повернулся ко мне. Виктор Петрович Беляев? Допустим. Я скрестил руки на груди. А вы кто такие? Если из налоговой, опоздали, брать нечего. Если коллекторы, в очередь, банк первый. Женщина в шубе шагнула вперед. Она сняла солнечные очки, которые были на ней даже в сумерках. Глаза. У нее были удивительные глаза. Большие, влажные, добрые. Совершенно не подходящие к ее статусу и этой шубе стоимостью в мою квартиру. В этих глазах плескалась такая боль и такая надежда, что я растерялся. «Виктор Петрович», — тихо произнесла она, — «вы нас правда не узнаете?» Я нахмурился. Я вглядывался в их лица. Высокий, жесткий мужик с глазами цвета стали. Усталая, красивая женщина. Молодой парень с хитрым прищуром. Клиенты, партнеры, чиновники, которых я когда-то кормил обедами на выездных банкетах. В памяти мелькали сотни, тысячи лиц. Но эти трое — нет, чужие, богатые, из другого мира. «Не узнаю», — честно сказал я. «У меня память на лица хорошая, но вас я здесь не видел». «Вы ошиблись адресом, ребята». Мужчина — Андрей. Я почему-то был уверен, что его зовут Андрей. Имя само всплыло в голове, но я отогнал его. Горько усмехнулся. «Не ошиблись. Адрес верный. Трасса М7, 135-й километр. Бывший вагончик». Он прошел по залу, касаясь рукой спинок стульев. «Здесь было теснее», — сказал он, ни к кому не обращаясь. «Намного теснее. И пахло по-другому. Дымом и щами. Кислыми щами с тушенкой. Меня словно током ударило. Щи. Тушенка. Я смотрел на его спину, обтянутую дорогим пальто, и вдруг увидел худые лопатки, торчащие сквозь растянутый свитер. Он подошел к стене, той самой, с которой я снял телевизор. Там, на гвоздике, осталась висеть только одна вещь. Старое фото в дешевой рамке под стеклом. То самое, где мы с Надей молодые. Он долго смотрел на него. «Она умерла?» — спросил он, не оборачиваясь. 2 года назад мой голос сел. Инфаркт. Он опустил голову, плечи его поникли. Жаль. Лена хотела ей цветы. Женщина, Лена, всхлипнула. Она полезла в сумочку, но не за телефоном, а за платком. «Андрей, скажи ему, не мучь». Андрей повернулся. Он подошел к стойке вплотную, положил на нее руки. Большие, сильные руки с ухоженными ногтями, но со шрамом на костяшке указательного пальца. Старым, побелевшим шрамом. «Дядя Витя», — сказал он. И это «дядя Витя» прозвучало так, словно мне дали поддых. Так меня звали только дети в 90-х. Сейчас меня звали Дед или Петрович. «Дядя Витя», — повторил он тверже. «Я Андрей Арсеньев. Это Лена, это Михаил. Мы дети того идиота в очках, который чуть не угробил нас всех в декабре 92-го». Тишина. В кафе стало так тихо, что я услышал, как бьется муха о стекло. Жж-стук. Жж-стук. И стук моего сердца. Тук-тук. Тук-тук. Я смотрел на него, и сквозь черты этого властного, уверенного в себе мужчины, хозяина жизни, вдруг проступило лицо 9-летнего пацана с синими губами, который трясся от холода и просил:
«Дядя, не выгоняй». «Андрюша», — прошептал я. Губы не слушались. «Тот, который в валенке?» Он кивнул. Глаза его блеснули влагой, но он сдержался. «Железный человек. Тот, которому ты свои валенки дал, пока наши сохли, а сам в калошах ходил, помнишь? Господи». Я сел на табурет. Ноги отказали окончательно. Живые. Живые, дядя Витя. Все живые. И дети наши живые. И это только благодаря тебе. Лена не выдержала. Она обошла стойку, наплевав на грязь, на свои дорогие сапоги, подбежала ко мне и обняла. От нее пахло французскими духами, но сквозь них я чувствовал запах родного человека. Запах спасенной жизни. Она плакала, уткнувшись мне в плечо. Мы искали. Мы так долго искали. Папа адрес потерял, помнил только километр такой-то. А тут все перестроили, кадастровые номера сменили. Мы думали, нет уже ничего. Я сидел, гладил ее по дорогой шубе, как гладил тогда по старой курточке, и слезы текли по моим небритым щекам. Я не стыдился их. «Ну что вы, милые, ну что вы, я же ничего такого. Я же просто...» «Просто?» Андрей усмехнулся, но в этой усмешке было столько боли. «Просто спас 5 человек. Просто отдал последнее. Просто остался человеком, когда все вокруг были зверьми. Боцман, мой старый пес, который до этого рычал на чужаков, вдруг вылез из-под стола. Он подошел к Андрею, понюхал его ботинок, а потом лизнул руку. Андрей вздрогнул, посмотрел вниз, присел на корточки. Пальто коснулось грязного пола, но ему было плевать. «Привет, бродяга», — он почесал пса за ухом. «Ты тоже тут ветеран?» Боцман вильнул хвостом. Он признал. Собаки чувствуют хороших людей. Или тех, кто был хорошим когда-то и не забыл об этом. Сергей в углу кашлянул. «Простите, я не хотел прерывать такую трогательную сцену. Но у меня регламент. Время 18:00. Виктор Петрович, мне нужны ключи, иначе я вызываю наряд». Андрей медленно выпрямился. Он вытер руку о пальто. Лицо его снова стало каменным, жестким. Лицо бизнесмена, решающего проблему. Он посмотрел на Сергея. Взгляд был тяжелый, как бетонная плита. «Регламент, значит?» — тихо спросил он. «Инструкция?» «Да, работа такая», — пролепетал Сергей, пятясь к стене. «Миша», — Андрей щелкнул пальцами, — «дай папку». Михаил, который до этого молча наблюдал за сценой, прислонившись к косяку, открыл свой рюкзак. Достал кожаную папку для бумаг. Андрей взял ее, подошел к столику, где сидел Сергей, и швырнул ее на стол. Хлопок прозвучал, как выстрел. «Открывай», — приказал Андрей. Сергей дрожащими руками открыл папку. «Читайте. Вслух». Сергей пробежал глазами по верхнему листу. Его брови поползли вверх. Рот открылся. Договор цессии. Переуступка прав требования. Инвестиционный холдинг «Арсеньев Групп», банк «Зенит». Дата 5 ноября. Он поднял растерянные глаза на Андрея. «Но как? У меня в базе этого нет». «У тебя в базе старые данные, клерк», — жестко сказал Андрей. «Мы выкупили долг Виктора Петровича неделю назад. Полностью. Со всеми пенями, штрафами и процентами. Платеж прошел 8 числа. Твое начальство просто забыло спустить разнарядку вниз. Бюрократия». Андрей наклонился к Сергею, опираясь руками о стол. «А теперь послушай меня внимательно. Этот человек, Виктор Петрович Беляев, никому ничего не должен. Это банк должен ему извинения за потраченные нервы. Он выхватил у Сергея акт приема передачи, который я чуть не подписал, и медленно, с наслаждением разорвал его пополам. А теперь вон отсюда». Сергей вскочил, сгреб свои вещи. Я уточню в центральном офисе. Я позвоню. Звони хоть папе Римскому.
свободен». Дверь хлопнула. Сергей вылетел из кафе, как пробка из бутылки. Мы услышали, как взвизгнули шины его дешевой иномарки. В кафе снова стало тихо. Только теперь это была другая тишина. Не мертвая, не пустая. Это была тишина после боя. Я смотрел на Андрея, на разорванную бумагу на полу, на Лену, которая вытирала тушь под глазами, и не мог поверить. «Вы выкупили долг?» — спросил я хрипло. «Весь? Там миллионы». Андрей повернулся ко мне. Лицо его смягчилось. «Деньги — это бумага, дядя Витя. Их можно напечатать, заработать, украсть. А то, что ты дал нам тогда, — он покачал головой, — это не имеет цены». Миша подошел к стойке, достал из кармана что-то маленькое и блестящее. «Батя просил вернуть», — сказал он тихо. «Сказал, без этого на тот свет не уйдет спокойно». Он положил на стойку кольцо, то самое. Потертое, простое советское обручальное кольцо. «Он носил его до последнего дня», — сказала Лена. «Но перед смертью снял и сказал: найдите того мужика, верните. И скажите, что Николай долги помнит». Я взял кольцо, оно было теплым. Николай умер 5 года назад, рак. Царствие небесное, я перекрестился. Хороший был мужик, совестливый. Андрей вздохнул, расстегнул пальто. «Ну что, Виктор Петрович, долг мы закрыли. Здание теперь, формально наше, но по факту твое. Мы оформим дарственную или в бессрочное пользование, как скажешь». «Не надо мне подачек», — вдруг скинулся я. Гордость, старая, дурацкая гордость кольнула сердце. «Я не нищий. Я сам». «Стоп!» — Андрей поднял руку. «Никаких подачек. Это бизнес». Он посмотрел на меня серьезно, по-деловому. «У нас сеть логистических центров по всей стране. Фуры, склады. Нам нужна база на этом участке. Точка опоры. Место, где наши водители смогут поесть нормальной еды, а не собачьего корма. Где можно переждать непогоду». Он обвел рукой зал. «Это место идеально. У него есть история, у него есть душа, и у него есть имя. Надежда». «Мы хотим сделать ремонт», — подхватил Миша. «Капитальный. Кухню новую, зал расширить, стоянку заасфальтировать. Но есть условие». «Какое?» — насторожился я. «Управляющий ты», — сказал Андрей. «Бессменный. И рецепт борща менять запрещено. И пирожков. Тех самых, с капустой. Ты помнишь рецепт Нади?» Я посмотрел на фотографию жены. Она улыбалась. «Помню», — сказал я. «Разве такое забудешь?» Андрей улыбнулся. Впервые за этот вечер. Улыбка у него оказалась мальчишеской, той самой из 92-го. Но вот и договорились. «А теперь, дядя Витя, у тебя есть что-нибудь выпить? Помянуть надо. И за встречу. А то замерзли мы, пока ехали». Я посмотрел на пустые полки. Только водка. И хлеб. И колбаса докторская. «Лучшее меню в мире», — сказала Лена, сбрасывая шубу на стул. «Накрывай, дядя Витя, мы дома». Мы сдвинули 2 стола в центре зала. Те самые фанерные, покрытые клеенкой, которые Надя меняла каждый год перед Пасхой. Лена, скинув свою дорогую шубу прямо на спинку шаткого стула, я внутренне сжался, боясь, что он развалится под тяжестью меха, но он выдержал. Начала хозяйничать. Из недр огромного багажника крузака появились пакеты. Не пластиковые майки, а крафтовые, плотные, с логотипами гастрономического бутика. На клеенку легли диковинные вещи. Нарезка хамона, прозрачная, как папиросная бумага. Баночки с оливками, фаршированными чем-то красным. Сыр с плесенью, пахнущий старыми носками. Я знал, что это деликатес, но привыкнуть так и не смог. Темный ноздреватый хлеб с тмином. И бутылка коньяка. Пузатая, темного стекла, с золотой вязью на этикетке. Я таких и в кино не видел.
Но посреди всего этого великолепия, как король на троне, лежал мой батон нарезного за 32 рубля и кусок докторской колбасы на тарелке с отбитым краем. Андрей разлил коньяк. Не в пузатые бокалы, которых у меня отродясь не водилось, а в мои граненые стопки. Жидкость была густой, маслянистой, цвета крепкого чая. «Но...» — Андрей поднял стопку. Рука его не дрожала, но я видел, как напряглись желваки на скулах. «За батю. Николай Сергеевич Арсеньев. Человек, который научил нас главному. Долги надо отдавать, даже если кредитор об этом не просит». Мы выпили молча. Коньяк обжег горло мягким огнем, прокатился по пищеводу, и внутри, в солнечном сплетении, развязался тугой узел, который я носил там последние месяцы. Лена отломила кусок моего хлеба, положила на него кружок колбасы. Откусила, закрыла глаза. «Вкусно», — прошептала она. «Господи, как вкусно! Андрюш, ты помнишь?» «Помню», — кивнул брат. «Только тогда хлеб был черный, бородимский и тушенка». «Великая китайская стена», — вдруг сказал Миша. Он сидел с краю, крутил в руках пустую стопку. «Что?» — не понял я. «Тушенка так называлась», — улыбнулся Миша. «Великая стена. Красная банка. Я тогда мелкий был, читать не умел, но картинку запомнил. Мне казалось, что вкуснее ничего в мире нет. Я потом, когда вырос, искал такую. Нашел на каком-то форуме выживальщиков, купил банку. Открыл. Соя, жир, химия. Есть невозможно. А тогда это была амброзия. «Голод — лучший повар», — сказал я, нарезая огурец, который нашелся в недрах холодильника. «Вы же тогда 2 суток не ели, почитай». «Не в голоде дело, дядя Витя». Андрей посмотрел на меня тяжелым, серьезным взглядом. «Дело в страхе». Он налил по второй. «Знаешь, о чем я думал в той машине, пока ты нас не вытащил?» «О чем?» «О том, что папа умер». Он сидел за рулем, вцепившись в баранку, и не двигался. Глаза открыты, очки запотели, и он не моргал. Я его тряс за плечо. «Папа! Папа!» А он молчит. Я думал, все. И я решил, если он умер, я главный. Я должен Ленку и Мишку спасти. Я начал искать, чем бы их укрыть. Нашел какие-то тряпки в багажнике, коробки с запчастями разорвал, картоном их обложил. А сам сижу и думаю, сейчас я засну, и мы встретимся с бабушкой. В зале повисла тишина. Тяжелая, звенящая тишина, в которой слышно было, как гудит ветер за окном. Тот самый ветер, который 30 лет назад чуть не стал их убийцей. «А я помню тетю Надю», — тихо сказала Лена. Она не пила, только крутила в пальцах кольцо на безымянном пальце. Помню ее руки. Красные, шерсоновые от холода и воды, но такие горячие. Она мне ноги растирала какой-то мазью, воняло жутко, шкипидаром вроде. Я плакала, потому что больно было, когда кровь пошла, а она дула мне на пальцы и шептала: «Терпи, лисичка, терпи, сейчас отпустит, сейчас тепло будет». Лисичка. Меня так никто, кроме мамы, не называл. Я отвернулся к окну. Слезы снова подступили к горлу, душащие и горькие. «Она детей хотела», — сказал я хрипло. «Очень. Мы 10 лет по врачам ходили. Толку 0. Врачи руками разводили. Здоровы оба, а не получается. Бог не дает. Когда вы уехали, она 2 дня плакала. Ходила по вагончику, игрушку какую-то, что Мишка забыл, машинку без колеса. К груди прижимала. Говорила: «Витя, какой дом пустой стал». Лена всхлипнула, закрыла лицо руками. Андрей положил ей руку на плечо, сжал. «Вот поэтому мы и здесь», — сказал он твердо. «Не только из-за долга, а потому что мы вроде как родня теперь, кровная. Вы нас своей жизни накачали, своим теплом. Это не выветривается». «Расскажите про отца», — попросил я, чтобы сменить тему. «Как он? Я же его запомнил таким
растерянным. Интеллигент, очки на веревочке, руки пианиста. Не для той жизни он был. Андрей усмехнулся, опрокинул стопку. «О, это история. Тот аккумулятор, который ты нам дал, он ведь не просто машину завел. Он батю завел». «В смысле?» «Мы до Москвы доехали на честном слове и на твоем бензине. Батя запчасти сдал перекупщикам в Южном порту. Получил деньги, доллары. Впервые в руках держал. Приехал домой, долги раздал. А на остаток купил ларек». «Ларек?» «Ага. Обычный железный ларек на остановке. Сигареты, жвачка, спирт, рояль. Мама плакала, говорила: «Коля, ты же ученый, ты же диссертацию писал». А он ей: «Ира, я видел смерть. Я видел, как мои дети замерзают. К черту диссертации. Я буду торговать, буду землю грызть, но мои дети больше мерзнуть не будут». Миша подхватил. Он изменился после той ночи. Стал жестким, хватким. Через год у него уже 3 ларька было. Через 5 — оптовая база. В 98-м, когда все стрелялись, он только расширился. Он всегда говорил: самое страшное — это не дефолт. Самое страшное — это пустой бак на зимней трассе. Остальное решаемо. «Он нас муштровал», — продолжил Андрей. «Меня в Суворовское отдал, потом в институт МВД, Ленку в мед. Врач в семье нужен, вдруг война. Мишку в программисты, потому что за цифрой будущее. Он строил крепость. Вокруг нас, вокруг семьи. Он всего боялся, дядя Витя. Боялся, что опять накроет, что опять мы окажемся в кювете. Я слушал и видел перед собой того Николая, сгорбленного, в нелепом пальто, плачущего над тарелкой борща. Выходит, я не просто спас их, я запустил цепную реакцию. Тот мой старый аккумулятор, снятый с трактора, дал искру, которая превратила сломленного интеллигента в волка капитализма. Хорошо это или плохо, не мне судить. Но дети выжили, выросли, стали людьми. «А кольцо?» — спросил я, кивнув на золото, лежащее на столе. «Он его выкупил», — сказала Лена. «В 94-м. Тогда же пришлось заложить все, чтобы первый оборот сделать. И мамина, и свое. А потом, когда поднялся, нашел ломбард, нашел квитанции. Мамина вернул, а свое носил, не снимая. Как напоминание. Он говорил: пока оно на пальце, я помню, кто я. Я тот самый Коля, который просил милостыню на трассе». Дверь кафе скрипнула. Боссман, который дремал у ног Андрея, поднял голову и гавкнул. Коротко, лениво. На пороге стоял мужик в камуфляже. Охранник соседней стоянки. Петр. «Петрович, ты живой?» — крикнул он с порога, не решаясь войти. «А то тут машины такие. Я думал, братва наехала, хотел ментов вызывать». «Заходи, Петь», — махнул я рукой. «Свои». Петр бочком протиснулся в дверь, ошалело глядя на поляну, на бутылку коньяка, на людей в дорогих шмотках. «Ого! Праздник какой! Юбилей?» «Вроде того», — улыбнулся я. «Внуки приехали». Слово вырвалось само собой. Лена вздрогнула, посмотрела на меня, и в ее глазах мелькнуло такое тепло, что меня пробрало до костей. «Внуки», — повторил Андрей, наливая Петру штрафную. «Садись, батя, выпей с нами. За семью». Мы сидели долго. Коньяк кончился, в ход пошла моя водка из морозилки. Разговор тек плавно, перескакивая с прошлого на настоящее. Андрей рассказывал про свой бизнес, логистика, склады, терминалы. «Знаешь, почему я в логистику пошел?» — спросил он, захмелев. «Потому что ненавижу, когда груз встает. У меня фуры не стоят. У меня все движется. Движение — жизнь, а остановка — смерть. Это у меня с той ночи в подкорке». Лена рассказывала про больницу. Она заведующая отделением реанимации. «Я, когда людей с того света вытаскиваю, всегда тебя вспоминаю», — призналась она. «Иногда руки опускаются, кажется, все, ушел пациент. А потом думаю: нет,
Нас же вытащили. Из сугроба, из небытия. Значит, и я должна. Тяни, Лена, тяни. Миша больше молчал, но слушал внимательно. Потом достал планшет, начал что-то чертить стилусом. «Дядь Вить, смотри!» Он развернул экран ко мне. Там был 3D-макет. Мое кафе, только новое. Стены обшиты красивым деревом, большие панорамные окна, но теплые, тройной пакет. Крыша красная, черепичная. А перед входом на постаменте памятник. «Что это?» — я прищурился. «Это копейка», — пояснил Миша. «ВАЗ-2101. Белая. Мы найдем кузов, отреставрируем и поставим здесь, как символ. И назовем комплекс не просто «Надежда», а «У Надежды». Чтобы все знали, здесь не бросят». «Красиво», — прошептал я. Надя бы оценила. Она всегда мечтала, чтобы у нас было красиво. Цветы в горшках, скатерти белые. «Будут скатерти», — твердо сказал Андрей, — «и цветы будут. Ленка ландшафтный дизайн закажет. Тут к весне будет сад». Внезапно свет мигнул и погас. В кафе наступила полная темнота. Только фары джипов за окном выхватывали куски интерьера. «Ну вот», — голос Петра из темноты, — «обесточили ироды. РЭС не дремлет». Ровно в полночь, как в сказке про Золушку. Я чиркнул спичкой. Желтый огонек осветил лица. «Свечи есть», — сказал я спокойно. Я привыкший. Я достал из-под стойки огарок толстой церковной свечи, зажег. Тени заплясали по стенам. В этом дрожащем свете лица моих гостей казались лицами с картины Рембрандта, усталые, мудрые, живые. «Ничего», — сказал Андрей. «Завтра генератор привезут. Промышленный, на 100 киловатт. Хоть весь район запитывай, а пока так даже душевнее». Он поднял стопку с водкой. «За свет, который внутри, который не отключается за неуплату». Мы чокнулись. Звон стекла был тихим и чистым. «Дядь Витя», — Лена вдруг взяла меня за руку, — «поедешь с нами в город, в гостиницу. Там душ, тепло, кровать мягкая. Зачем тебе тут мерзнуть?» Я посмотрел на нее, на Андрея, на Мишу, потом на боцмана, который спал у печки, на стены, которые помнили Надю. «Нет, Леночка, спасибо, но я останусь». «Почему? Холодно же». «Не холодно. Теперь не холодно. Я печку растоплю, дрова есть, боцман со мной. Дом нельзя бросать, даже на ночь. Он обидится». Андрей кивнул, он понял. «Добро, охрана останется. Парни в машинах поспят, присмотрят, чтобы никакие Сергеи не улазили». Они начали собираться. Я вышел проводить их на крыльцо. Ветер стих, небо очистилось, и над трассой висела огромная желтая луна, как кусок сыра, который мы сегодня ели. Андрей крепко пожал мне руку. «Мы завтра к обеду будем. С юристом, с прорабом. Начинаем новую жизнь, Виктор Петрович. Готовься. Работы будет много». Я работы не боюсь. Я безработицы боюсь. Машины взревели моторами, развернулись и, сверкнув красными габаритами, ушли в сторону города. Я остался один на крыльце. Но это было другое одиночество. Не тоскливое, волчье, а спокойное, наполненное. Я вернулся в кафе, зажег еще одну свечу, подошел к окну. На стекле, там, где днем Сергей видел грязь, теперь мороз рисовал узоры. Папоротники, перья жар-птиц, сказочные города. Я приложил ладонь к стеклу. «Спишь, Надюша?» — спросил я тихо. «А у нас гости были. Те самые, вернулись. Ты была права. Мы не прогорели. Мы самый главный вклад сделали. Под 100% годовых». Я достал из кармана кольцо Николая. Покрутил его в пальцах.
Золото тускло блестело в свете свечи. Я положил его к фотографии жены. Пусть лежит там, как орден. Орден за человечность первой степени. Боссман подошел, ткнулся носом в колени. «Ну что, пес, пойдем спать? Завтра трудный день. Завтра строить будем». Я задул свечу. В темноте кафе казалось огромным кораблем, плывущим сквозь ночь. Кораблем под названием «Надежда». И курс у нас был правильный. Зима в том году выдалась долгой, снежной, но, на удивление, мягкой. Или это мне так казалось, потому что внутри больше не было холода. Стройка закипела уже в понедельник. Андрей слов на ветер не бросал. Приехала бригада, не шабашники, а серьезные ребята в фирменных комбинезонах с вагончиками, с техникой. Мой старый сарай не снесли, как я боялся. Его бережно, как музейный экспонат, одели в новый каркас. Стены укрепили, крышу перекрыли, окна прорубили такие, что теперь из зала было видно поле до самого горизонта. Я ходил между лесов, путался под ногами у прораба Матвеича, ворчал, что тут не так, там криво. Матвеич, мужик терпеливый, только ухмылялся. «Не боись, Петрович, сделаем, как в Кремле. Заказчик велел пылинки с тебя сдувать». «Не надо с меня сдувать», — сердился я. «Ты мне вентиляцию на кухне сделай нормальную, чтобы вытяжка тянула, а не гудела, как самолет». Надя всегда жаловалась, что гарью пахнет. «Будет тебе вытяжка. Итальянская, бесшумная». Арсеньевы приезжали часто. Андрей с папками чертежей, Миша с проводами и серверами. Он напичкал кафе электроникой так, что теперь кофеварку можно было запустить с телефона. Лена с рассадой. К весне кафе преобразилось. Оно стало больше, светлее, но сохранило тот самый дух. Дух приюта на дороге. Открытие назначили на май, на 9 число. Символично. День Победы. Нашей маленькой победы над временем и забвением. Утро 9 мая выдалось солнечным, звенящим. Небо было таким синим, что больно смотреть. Я надел свой единственный парадный костюм, который висел в шкафу с похорон Нади. На ласком приколол георгиевскую ленточку. Посмотрел в зеркало. Из стекла на меня глядел не старик-банкрот с потухшим взглядом, а Виктор Петрович Беляев, управляющий, хозяин. Человек, у которого есть дело. «Ну, с Богом», — сказал я отражению. Парковка перед кафе была забита. Но не джипами братков, как в 90-е, и не кредитными иномарками менеджеров. Фуры. Огромные красивые тягачи. Вольво, Скании, Маны. Андрей сдержал слово. Он сделал здесь базу для своих водителей. Но пускали всех. Сарафанное радио на трассе работает быстрее интернета. Слух о том, что «Надежда» открылась, и там кормят, как у мамы, разлетелся от Москвы до Урала за неделю. Я вышел на крыльцо. Андрей стоял у входа, перерезал красную ленточку. Рядом Лена с огромным букетом тюльпанов, Миша с камерой. «Добро пожаловать домой, дядя Витя». Андрей протянул мне ножницы. «Твой дом. Тебе и открывать». Я разрезал ленту. Руки дрожали, но это была приятная дрожь. Мы вошли внутрь. Запах. Первое, что ударило в нос — запах. Свежей выпечки, кофе, дерева и цветов. Весь зал утопал в зелени. Лена постаралась. На стенах висели фотографии. Черно-белые, стильные, в рамках. История трассы. Вот старый ЗИЛ, застрявший в грязи. Вот строительство моста через Клязьму. А вот центральное место. Увеличенное фото нашего вагончика из 92-го. И рядом, под стеклом, та самая страница из тетради. Долг, люди. Зал загудел. Водители, суровые мужики, отвыкшие от уюта, рассаживались за столы, покрытые хрустящими белыми скатертями. «Петрович!» — крикнул кто-то из угла.
Борщ давай. Говорят, он у тебя лечебный. Сейчас, мужики, все будет. Я встал за стойку. Новенькая кофемашина, еще круче той, что забрали, сияла хромом. Работа закипела. Я снова был в строю. Я снова был нужен. К вечеру, когда основной поток схлынул, мы сели за наш семейный столик в углу. Приехала моя дочь Лена, моя Лена питерская. Она уволилась с работы, развелась с мужем-неудачником и вернулась ко мне. Теперь она помогала на кухне, командовала поварами, глаза у нее горели. «Пап, ты видел выручку за день?» — шепнула она мне. «Мы за месяц кредит отбили бы, если бы он был». «Не в выручке дело, дочка», — улыбнулся я. Арсеньевы сидели уставшие, но довольные. «Знаешь, дядя Витя», — сказал Андрей, разглядывая бокал с морсом, «я много сделок закрыл, миллиардных, слияния, поглощения, но это мой лучший проект, самый рентабельный». «Почему?» — спросил Миша. «Потому что здесь душа отдыхает, а это нынче самый дефицитный актив». В дверь вошел новый посетитель, молодой парень, совсем мальчишка. Рюкзак за плечами, гитара в чехле. Автостопщик. Вид у него был замученный и голодный. Он неуверенно потоптался у входа, глядя на богатый интерьер, на цены в меню, которые, кстати, я отстоял. Цены остались демократичными, но для студента и это может быть дорого. «Извините», — тихо сказал он. «А кипятка можно? У меня чай свой». Официантка, новенькая девочка, хотела было сказать ему что-то резкое, но я перехватил ее взгляд. Я вышел из застойки, подошел к парню. «Кипятка?» — спросил я. «Да, если можно. Я до Нижнего еду. Деньги кончились, карта заблокирована». Я посмотрел на него. Худой, в легкой ветровке, а на улице к вечеру похолодало. Я вспомнил Николая, того в пальто и очках. Я вспомнил себя в 90-е. «Садись», — сказал я, указывая на свободный столик у окна. «Да нет, мне только кипятка». «Садись», — говорю. «Лена!» — крикнул я дочери на кухню. «Полный комплекс парню. Борщ, второе — компот. И пирогов с собой собери». «Я не смогу заплатить», — парень покраснел. «А я с тебя денег просил?» — усмехнулся я. «Поешь, согреешься. А потом, когда станешь большим человеком, богатым и важным, что? Вернешься и накормишь другого такого же дурака. Договорились?» Парень посмотрел на меня ошарашенно, потом кивнул. «Договорились. Спасибо. Кушай. Живым бы доехал». Я вернулся к своему столу. Андрей смотрел на меня и улыбался. «Круговорот добра в природе?» — спросил он. «Баланс, Андрюша. Русский баланс. Мы не дебетом с кредитом сводимся. Мы с совестью сводимся». Я вышел на крыльцо покурить. Вечер был тихий. Трасса шумела ровно, укачивающе. Огни машин текли бесконечной рекой. Красные туда, белые сюда. Кровеносная система страны. Я посмотрел на небо. Первые звезды уже проклюнулись. Где-то там, высоко, наверное, сидит Николай Арсеньев и моя Надя. Сидят на облаке, пьют чай из блюдечек и смотрят вниз. «Ну как вам?» — спросил я шепотом. «Нормально получилось?» Мне показалось, что ветер донес тихий ответ. «Нормально, Витя. Работаем». Боцман вышел следом, сел рядом, прижался теплым боком к ноге. «Ну что, старик?» — я потрепал его по холке. «Жизнь-то налаживается, а?» Он гавкнул, согласен. Я докурил, бросил окурок в урну, поправил пиджак. Пора возвращаться. Там в зале люди, им нужно тепло, им нужен борщ. Им нужно знать, что на трассе М7 на 135-м километре есть место, где горит свет, и где их ждут. Не клиенты, люди.